Катастрофа, потрясшая всех. В Ингушетии похоронили погибших в аварии в Челябинске. 10-летняя девочка все еще находится в реанимации. Думаю, что некоторые из этих практик можно будет применить и сельским поселениям. Вопросы благоустройства городской среды в Краснодаре проходит форум «Единая Россия». Там присутствует делегация из Ингушетии. Через 4 дня никакого результата у нас с водой не было. Но жалобы так и продолжались, вода так и не поступала к жителям. Жаркая погода как испытание. На некоторых улицах Назрани чем выше столбик термометров, тем меньше напора воды. Амброзия опасна не только для человека, от нее также страдает почва. Вредоносные растения захватывают все больше территории. Сотрудники Россельхознадзора выявили в Магасе участки, заросшие амброзией. Своими возможными способами благодарите людей за то, что они поддерживают проект. Они тем самым либо по системе предзаказа, либо просто за интересное вознаграждение поддерживают проект. Школа краудфандинга. Название сложное, система удобная. Народное финансирование за вознаграждение. Что это значит? На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Глава региона вручил юбилейную медаль «25 лет образования Республики Ингушетия» известному государственному и общественному деятелю, генерал-полковнику таможенной службы Сергею Бекову. Юнусбек Евкуров отметил, что Сергей Мажитович стоял у истоков создания Ингушетии и что он внес неоценимый вклад в ее становление и развитие, возрождение и укрепление ингушской государственности. Сергей Беков поблагодарил за оказанное ему внимание и за те преобразование, что происходит в Ингушетии. Было время, когда мы даже не могли мечтать об этом. Юбилейная медаль – это наше достояние долгого, кропотливого труда, сказал государственный и общественный деятель. Каждый ингуш, в каком бы звании ни находился и где бы он ни трудился, всегда стремился к созданию своей государственности. И сегодня эта медаль говорит о единстве нашего народа, резюмировал Сергей Беков. Кто стоял не только в истоках создания республики, вообще там, и не только жители республики, не только ингуши, а вообще многих награждаем этой медалью. Да, это осталось в памяти, и поэтому мы решили вот такой красивой медалью наградить и вас. Почему? Потому что вы один из первых достойны этой медали. Ну ладно. Мы ее специально не нумеровали. Ну и правильно, зачем? Кому первую, кому вторую, кому 10-ю. Она просто вот здесь красиво написано 25 лет. Покажи деду. Нашей республики. Делаем, да. И вот такое удостоверение для... Алхамдулилlah. 25 лет республики. Я думаю, это высшая цель, к которой шел весь ингушский народ. Каждый по-своему. Это первое. Второе, я уверен, что республика состоялась. Вот, она стоит на ногах лучше, чем во многих других регионах. Обстановка спокойная, люди живут нормально, как и все. Самые достойные люди, эти люди боролись за то, чтобы была эта республика. Их именами названы улицы, проспекты. Я вот вчера ехал по улице. Улица Картоева, улица Газиева, улица Базоркина. Я отлично знал этих людей. Эта медаль мне дорога именно тем, что это значит, что мы живем в своей республике. В Краснодаре проходит форум «Единая Россия. Городская среда». Он посвящен вопросам благоустройства городской среды, общественных пространств городов страны. В форуме принимают участие около 1000 человек из всех регионов России. Эксперты, координаторы федеральных партпроектов «Единая Россия», направленных на благоустройство городской среды, депутаты Государственной Думы, представители правительства России, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, исполнительной и законодательной власти субъектов страны, в том числе и делегации из Ингушетии,
Это председатель Народного собрания Республики Залимхан Евлоев, главы городов Магаз и Малгобек. Работа форума организована в формате 4 дискуссионных площадок и пленарного заседания, которое прошло во второй половине дня. По его итогам принята резолюция, куда вошли предложения, озвученные во время дискуссии и на пленарном заседании. Вопрос создания комфортных условий проживания для граждан Российской Федерации был всегда приоритетом для партии «Единая Россия». И сегодня обсуждались вопросы, как развивать общественное пространство, как развивать дворовые территории города конкретно. Ну, думаю, что некоторые из этих практик можно будет применить и сельским поселениям. Видели воочию, какие есть практики в других городах Российской Федерации. Думаю, что для них это полезно, и для меня тоже полезно, как для председателя Заксобрания, потому что и в 2018 году, выделяя средства, уже будем знать, ведя уже и партийный, и парламентский контроль, на какие цели идут средства. Несколько дней назад столбик термометра в Ингушетии перескочил отметку 30 градусов. Сильную жару ощутили все, а для людей, которые испытывают проблемы с водоснабжением, это стало настоящим испытанием. Многие самостоятельно пытались найти причину отсутствия напора воды. Некоторые посчитали, что виной тому могут стать автомойки, которые работают не по установленным нормам. Наш корреспондент попытался выяснить, так ли это на самом деле. Летом в населенных пунктах республики, а в частности в Назрани, резко падает напор воды, а жители квартирных домов и частных винят в перебоях подачи воды автомойки. Еще несколько недель назад глава региона обязал ответственные структуры закрыть такие заведения на неделю, чтобы проверить, насколько обоснованы жалобы на владельцев автомоек. В результате мы закрыли всего 24 мойки. Хотели проверить, действительно это из-за воды все происходит. Но после того, как через 4 дня никакого результата у нас с водой не было. Но жалобы так и продолжались, вода так и не поступала к жителям. Теперь сотрудники администрации периодически проводят свои маленькие рейды по городу и проверяют мойки на наличие оборотного водоснабжения и использования технической воды вместо питьевой. Большинство заведений все же работают с привозной водой. Например, Хусен Арапиев дважды в месяц наполняет вот эту цистерну. Этого объема воды мужчине хватает на долгое время. В любом случае мойка машины происходит не с помощью шланга, а с помощью распылительной системы, которая позволяет тратить меньше воды. Мы водоканалу 4000 платили раньше, водоканалу. Но нам эффективно и выгоднее покупать у водовоза. Они нам 10 тонн сливают за 1000 рублей. Нам выгоднее так работать. Заведение Хусена неделю не работало после указания главы закрыть все автомойки. Мужчина и сам житель Назрани, но разницы во время недельного тайм-аута в работе всех моек не почувствовал. Вода так и течет у него дома тонкой струей. У нас, где я живу по улице Кунаевой, очень мало воды. Ночью, вечером, вот после 10-11 часов, чуть-чуть бывает давление, чуть-чуть. Но днем мало бывает, очень мало давления. 24 автомойки работают в Назрани после недельного перерыва. Некоторые владельцы и вовсе решили для себя больше не работать. Остальные перешли на привозную воду. Также и Тухан Катиев. Мужчина признается, что думал уже закрыть бизнес, но переход на техническую воду позволил сэкономить немалые деньги. Полностью фильтр через бочку, выгодно по цене, да, оплат. Даже сумм пейдбол без, кому здесь тогда я учу, я хлопаю, не Назрани, да. Тухан тоже живет в Назрани и также на себе испытал неудобства, связанные с подачей воды. Правда, теперь все эти проблемы позади. Мужчине так понравилась идея с привозной водой, что даже у себя дома он установил емкость только с питьевой водой вместо технической. Мария Мистоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. В Назрани ведется строительство многоквартирного дома. Туда переедут жители аварийного фонда. Здание состоит из 9 этажей. Новостройку планируют стать в следующем году. Ну а пока десятки семей с нетерпением ждут завершения строительства дома. Слово Амине Боковой. Посмотрите, я специально вот тут наклеила, чтобы фиксировать
уже, видите, трещина, уже все тянется, она, ленточка, которая как скотчем. Даже небольшой дождь для Зайнаб Цуровой – настоящее испытание, ведь стены ее квартиры разваливаются буквально на глазах. Дом на улице Грейдена признан аварийным еще в 2015 году. 8 многодетных семей ждут, когда смогут переехать в новое жилье. Соседка Зайнат Айшата Гурчиева уже давно покинула свою квартиру и снимает комнату у родственников, так как собственной жить уже невозможно. Потолки и пол прогнили от обильных дождей, в комнатах пахнет сыростью, поэтому нетрудно представить, как она ждет новоселья. Тут стояла у меня машинка, она у меня испортилась, затекала вода. Тут затекало, вот тут затекало. Потом в спальне там затекало. Сырость была невозможно, дышать невозможно было. Потому что крыша вообще непригодная. Если хотите, вот тут еще затекало. Вот тут затекало. Вот тут затекало тоже. В ожидании. Мы в ожидании. В региональном Минстрое заверяют, 38 квартир в строящемся 9-этажном доме на улице Московская уже выкуплены. По окончанию всех работ жители улицы Грейдерная смогут туда вселиться. У нас возводится 9-этажный трехподъездный жилой дом, рассчитанный на 88 квартир. Общая площадь здания примерно 10 тысяч квадратных метров. Из них цокольные, первый и второй этажи мы рассматриваем под торговую площадь, коммерческую, а остальные этажи уже под жилые квартиры. По программе переселения мы должны выделить 40 квартир вынужденным переселенцам. Объект построен на месте старого многоквартирного дома, который также был признан аварийным. Сейчас жильцы временно переселены в другие квартиры и тоже ждут окончания строительства. Подрядчик заверяет, дом будет сдан в эксплуатацию уже в конце текущего года. Тем более, что каркас будущих квартир уже готов. Сейчас мы находимся в двухкомнатной квартире. Данная комната – это кухня, лоджия с объединенным балконом площадью 15 квадратных метров. Дальше мы проходим в спальню площадью тоже 15 квадратных метров. Как видите, освещение тут должно хватить всем. И по инсталляционным нормам тоже мы проходим. Дальше мы попадаем в зал площадью около 20 квадратных метров. Даже чуть больше. Опять же освещение, все высокие потолки, 3,10. С 2010 года региональным Минстроем ведется активная работа по переселению людей из аварийного жилья. Так уже более 5000 жильцов обрели новый дом. Ликвидировано 68 аварийных объектов, взамен построено 39 новых. Так у нас возведен объект по Московской. Московской 6 недалеко возведен объект. Потом мы возводили объекты в районе 105-го массива, Корецкого. Множество объектов на территории Молгобека, Карабулаков. Практически в Карабулаке мы весь аварийный фонд ликвидировали. Там остались небольшое количество аварийных домов, которые мы в ближайшее время планируем тоже ликвидировать. Сейчас на участке рабочий процесс не утихает ни на минуту. Строители стараются успеть к сроку, ведь речь идет о десятках семей. А жители надеются, что следующий год они смогут встретить в новых квартирах. Амина Бокова, Хаваш Гойгов, Новости 24. Алимы провели семинар для тех, кто в этом году собирается в хадж. До первой отправки верующих в Мекку осталось меньше месяца. Религиозные деятели рассказали будущим хаджи о правилах, которые необходимо соблюдать во время посещения святых мест. Особое внимание уделяется безопасности паломников. Мадина Пугоева продолжит. Будущие хаджи к выполнению одного из столпов ислама уже готовы. Теперь необходимо заняться организационными моментами. Как правильно совершить паломничество в святые места и чего делать не стоит вовсе. Все, что может вызвать вопросы у наших земляков во время хаджа, детально объясняют представители туристической фирмы. Помимо акклиматизации, которая может отразиться на общем состоянии здоровья паломников, есть и другие нюансы, требующие ответственного подхода со стороны будущих хаджи. Учитывая, что обход священной Каабы, к примеру, одновременно совершает 1000 людей, у каждого из которых своя культура и соответствующая им манера поведения, не стоит забывать и о своих корнях, быть терпеливым и сдержанным, соблюдать чистоту и порядок во всем. مليون سجزة سكياخ أقصتش سجح ديننا دق موسر بيخل أو تسيجا. В
В этом зале есть и те, кто совершает хадж во второй и третий раз. Джанат Дугиева, к примеру, в 2013-м уже стала паломником. В этом году она планирует совершить хадж вместо своего супруга. Женщина признается, неоценимую помощь нашим землякам в совершении паломничества на Святой Земле окажут руководители групп. телефон حلوحون تعبير حلوحون تلقى حيوحون ازم يزتر عن ازغيوتش دقال نخبر يخ ماجدك طوللش كرت بواغجليش حقرك وديت له حتى ولا اخي بيرك حتى او كاش او تعبر له از حي ولا اخي اصحى او تلفون حي تالي لي اي حمد الدار تسقم دعوه خور احو خيرت انا تقطع يا خوي خدر سون سين باركين از دغريا تقطع يا خوي خد غزدا حچويچ شيطلخچ تقطع يا خچا دحل ارвалыш. А вот Депхан Мальсагова отправится в Мекку впервые. Свое паломничество она планирует совершить с искренним намерением очиститься и заслужить довольство Всевышнего. Важно не упустить ни одну деталь, связанную с совершением хаджа. Организаторов каждый слушает с особым вниманием. Руководители обнадеживать даже дикч огра сам давод доллар хам амялаш да цар доцраш так хар игр харц авчо ازمو هم خا دكمدي صخور والشا خص حيخم بير خص دادول تخنر встречи. Задача организаторов, чтобы совершение хаджа для наших паломников прошло с максимальным комфортом. Родственников и знакомых будут группировать, чтобы значительно облегчить будущим хаджи их миссию. 산후 하나 전 나가 또 나오고 하고 그것은 아트도 그렇게 꽉스비 와스다 모달라 다자거든 지다 마르시스 찬컬러 딱 먹을 와서 서그슨 시 저거서 나와서 저선 쓰고 하지 피스도 함께 하고. На первом семинаре будущих паломников знакомят лишь некоторыми вопросами предстоящего хаджа. 29 июля они соберутся вновь, чтобы определиться с группами и более детально обсудить совершение паломничества. А уже 10 августа в летнем амфитеатре пройдет встреча со всеми ответственными службами. Прием документов уже завершен, сейчас идут последние приготовления. Полностью комплектности на 2 самолета, комплектность веложивей пассажиров. Так, вещь по сдаче документов, паспорт, хатта одежда, на ожидание у Кира худеяндер, да, понедельник, вторник, царь, хатта проблем тайвалт. Большинство паломников – пожилые люди. Возможность совершить хадж, уверены они, большая милость Всевышнего. А потому на священной земле они будут молиться за родных и близких, за больных и нуждающихся, за мир и согласие в своей республике. Мадина Пугоева, Адам Долгиев, Новости 24. Магаз оказывается во власти амброзии. Может, я преувеличиваю, но совсем скоро, возможно, именно так и произойдет. Распространение этого вредоносного растения зафиксировали сотрудники Россельхознадзора. Опасные сорняки растут даже возле местной школы. Столь активному цветению амброзии способствовала дождливая погода и бездействие людей, в ведении которых и находятся заросшие участки. Репортаж Марины Муталиевой. Школа построена буквально в течение года. Да, поэтому вот посмотрите, за территорией, за оградой тоже амброзия. Мы же там не сажали. Вредоносное растение раскинулось практически на всей территории новой школы в Магасе. Часть травы скошена, однако в условиях постоянных дождей это несколько неэффективно. Бороться с сильнейшим аллергеном руководство учебного заведения планирует с помощью чернозема и гербицидов. Ни то, ни другое недопустимо, объясняют в региональном Россельхознадзоре. В школьных учреждениях на территории вообще нельзя применять. То единственное, что тут остается, зависит, засеять ее многолетними травами и косить. Абсолютно. Вот мы это и собираемся делать. Руководство школы обещает подойти к этому вопросу со всей ответственностью. С сотрудниками Россельхознадзора они договорились о взаимодействии. Растения вредные для здоровых людей, а для неокрепших организмов школьников представляют еще большую опасность. Амброзия опасна не только для человека. От нее также страдает почва. Растение впитывает 95% влаги. Стоит только сорвать веточку, как через считанные минуты из нее уходит жизнь. Кстати, амброзия растет и вокруг школы, а это уже территория администрации. И отвечать за ее состояние должны именно местные власти. В отличие от частных участков, где сами хозяева обязаны производить покос карантинного растения. А вот указать и проследить за этим, если требуется, это уже задача мэрии. К примеру, запущенный участок сотрудники Россельхознадзора обнаруживают по улице Мальсагова. И это лишь малая часть, уверяют они. С каждым годом ситуация все хуже. О вреде, которое приносит это растение, знают не понаслышке почти 30%
жителей республики. Статистика показывает, именно таков процент страдающих острой формой аллергии. Моя родная тетя страдает, и настолько тяжело она переносит вот эту аллергию на эту амброзию, что она на период выезжает за пределы республики в санаторий в Кисловодск. И пока вот этот период август по сентябрь она проводит в санатории. Что уж говорить о других участках, когда прилегающая к администрации территория пестрит сразу двумя видами амброзии. В августе растение начнет цвести, и пыльца распространится в радиусе 100 километров, а каждый куст выбрасывает до 100 тысяч семян. Учитывая масштабы цветения, можно предположить, что в следующем году коварное растение захватит весь город. А всему причиной грунт, привезенный неизвестно откуда, что не рекомендуется делать, не согласовав с Россельхознадзором. Для облагораживания территории представители завозят почву других наших населенных пунктов, не спрашивая, находится ли это под эта зона карантинная. Вот они завозят, забрасывают, и вот семена начинают, когда благоприятные условия получают, и они начинают расти. Кстати, качество молока у животных, которые питаются этим растением, значительно ухудшается. Оно приобретает горький вкус и становится непригодным для употребления. Инспекторы напоминают, именно администрация должна выявлять такие участки и более тесно взаимодействовать с управлением регионального Россельхознадзора. А пока они планируют обратиться в прокуратуру с запросом на внеплановую проверку. Марина Муталиева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Региональный филиал МРСК провел сегодня пресс-тур для представителей СМИ. Работники ведомства рассказали журналистам о новшествах в системе снабжения электроэнергией. Речь идет о двух недавно введенных в эксплуатацию трансформаторах. Они обеспечивают электричеством города Магаз и Назрань. Участницей необычной экскурсии стала Миндира Манкиева. Подстанция 110 киловатт Магаз. Совсем недавно здесь провели реконструкцию и ввели в строй еще один трансформатор. Новая подстанция питает всю столицу, все административные и стратегические объекты, находящиеся на территории города. Раньше, до того, как установили этот второй трансформатор для обеспечения электроэнергии города Магаз, как объясняет руководитель электростанции, им приходилось по очереди отключать одну или две линии электропередачи во всех городах и селах республики. Но теперь вся эта проблема уже решена. Работы проводились в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики» на 2010-2016 годы. Сметная стоимость проекта составила 33,5 миллиона рублей. Общая проектная мощность подстанции составляет 32 мегавольт по 16 на каждый трансформатор. Эта подстанция, она является распределительной, и за счет ввода этого второго трансформатора мы смогли разгрузить, узловую подстанцию Плива. Данная подстанция является распределительной на всей территории Республики Ингушетия. Мы сняли с нее нагрузку, перевели сюда. За счет этого в зимний период времени мы можем плавно пройти основные пиковые нагрузки. Как отмечает руководитель подстанции, особенно сильно была ощутима нехватка электроэнергии в зимнее время. Вечерами линия часто перегружалась. Из-за перегрузки Т1 трансформатора нам приходилось отключать фидера, чтобы снять нагрузку с Т1, то есть он перегревался, и мы не могли оставить его вот в такой загрузке. Он мог сгореть в любое время, поэтому мы поочередно по 2 часа отключали фидера. Сотрудники филиала МРСК прошлись по 2 адресам, ответили на все интересующие вопросы представителей региональных и федеральных СМИ. Надо провести реконструкцию сетей и трансформаторов. Цена, хотя сколько этих домов присоединяется, надо менять трансформатор. Надо увеличивать пропускную способность линии. Мощности не хватает, да, любая линия, воздушная линия электропередач, у нее предельно допустимые токи, которые она может пропускать. Значит, если она превышает, у нее уже автоматически появляются потери в линии. В Назрани также введена в эксплуатацию новая подстанция Назрань-2 мощностью 110 киловатт. Она будет питать ряд объектов. Наиболее крупный из них военный городок и городок переселенцев из аварийного жилья. Электростанция относится к питающим центрам нового поколения, оснащена современным оборудованием, максимально отвечающим требованиям надежности, эффективности, а также нормам безопасности, уверяют в МРСК. На энергообъекте установлено 2 силовых трансформатора мощностью по 22 мегаватт каждый. Данная подстанция поможет нам разгрузить действующую подстанцию, которая у нас работает в городе Назрань. Это значит, ряд потребителей частного сектора перейдет на эту подстанцию. И села, такие как Далаково, Кантышево, будут запитаны именно от этой подстанции.
Значит, данная подстанция также нам помогает разгрузить общую электросеть республики и увеличивает энергонадежность в плане резервирования. Появление в энергосистеме новой подстанции, по мнению энергетиков, повысит надежность электроснабжения абонентов, разгрузит силовое оборудование и создаст резерв трансформаторной мощности в объеме 50 мегаватт. Качество выполненных работ на высоте, а все техническое оборудование соответствует всем современным требованиям, отметил замруководителя регионального филиала МРСК. Это сердце подстанции. Значит, с данных панелей управляется вся подстанция. То, что видели вы сейчас на площадке, Бреслер. Это Уральский электромеханический завод. Это одно из передовых технологий в сфере электроснабжения. Это оборудование на территории Республики Ингушетия не имеет аналогов. Как оборудование, так и защита, автоматика, все, что связано с коммутационными аппаратами. Подобный пресс-тур для журналистов в новинку в нашем регионе – это первая такого рода практика. Часто у нас возникают какие-то вопросы к энергетикам, да, по свету, там, по напряжению и так далее. И нам сегодня объяснили, почему это происходит. Понятно, что это в большинстве своем объективные причины, объективные проблемы. И, как мы и поняли, с вводом различных объектов. Честность и открытость – главная цель, которую преследуют организаторы. И, по мнению журналистов, такое начало стоило бы подхватить и в других сферах. Идира Манкева, Султан Булгучев, Новости 24. Школа краудфандинга начала свою работу в Ингушетии. Этим иностранным словом именуется система народного финансирования за вознаграждение. На трехдневный курс лекций в регион приехали представители сайта Planeta.ru, которые обещают помочь местным предпринимателям развить свой бизнес. На вводной лекции побывала Зарема Евлоева. Часто бизнес гибнет на этапе возрождения. Причины могут быть разные. Неопытность, первые неудачи или самая банальная – нехватка финансов. О том, как продвинуть свой проект или бизнес, рассказывают специалисты из платформы Planeta.ru. По сути, соцсеть, в которой уже зарегистрировано более 630 тысяч человек. Они помогают друг другу реализовывать свои идеи. Статистический пользователь поддерживает проект в среднем на 1500 рублей. Сначала нужно разобраться, как это работает. Если вы хотите издать книгу, записать музыкальный альбом, снять фильм или решить острую социальную проблему в родном городе, но на это нет денег, вы регистрируетесь на Планете, готовите видеопрезентацию о своем проекте и находите единомышленников, которые готовы вложить свои деньги в ваш проект. Рубли вместо лайков. Если ваш бизнес решает какую-то проблему, да, мы можем отнести его к социальному предпринимательству, или если просто вы расширяете свои возможности бизнеса, вы кратко излагаете вашу основную цель. Я хочу купить машину, чтобы доставлять в другие регионы свой хлеб, например. Вы излагаете свою цель, четко прописываете, сколько вам нужно денег, определяете сроки и дальше предлагаете людям вознаграждение. Непосредственно, может быть, это хлеб, доставка хлеба им домой, или это какая-то суперэкскурсия к вам на производство, или что-то еще. То есть вы своими возможными способами благодарите людей за то, что они поддерживают проект, а они тем самым либо по системе предзаказа, либо просто за интересное вознаграждение поддерживают проект, и он умеет место существовать. Для того, чтобы популяризировать краудфандинг, авторы проекта запустили школу краудфандинга. Эти ребята путешествуют по всей стране и рассказывают начинающим активистам и предпринимателям, как работает Планета и почему в этом стоит принять участие. Мы собрали различные организации, это индивидуальные предприниматели, это некоммерческие организации и обычные люди, которые хотят презентовать свои проекты и посредством краудфандинга реализовать свои проекты в Ингушетии. Танзила Заурова уже 5 лет работает над книгой, посвященной ингушскому орнаменту. Девушка проделала колоссальную работу, но пока ее труды пылятся на полке. Краудфандинг вполне может стать для нее спасательным кругом. При этом есть возможность попробовать не только раздобыть какие-то финансовые возможности для публикации книги, но еще и довольно широкая аудитория узнает о том, что в свет выйдет то или иное издание, если проект будет успешным. У Анзора Ведижева тематика тоже народная, только уже связана с кухнями народов мира. Первый проект «Этнокафе из тьмы веков» он успешно реализовал. Теперь можно подумать и о расширении.
7, может быть, до 10 концепций, представленных на одной платформе, скажем, на одной площадке, где будет общая зона, где общая посадочная зона приема пищи, и каждый будет иметь возможность взять различные блюда с разных концепций. Но в том числе и будет особенно актуально и особенно выделяться это ингушская кухня, ингушское направление. За 3 дня лекторы обещают объяснить студентам, как с помощью краудфандинга можно реализовать свой проект, найти инвесторов и партнеров, провести анализ бизнес-идеи и разработать грамотную пиар-стратегию. Зарема Ивлоева, Рамазан Миржоев, Новости 24. Молодежный форум «Согласие» начался в Магасе. В нем участвуют религиозные деятели и чиновники. На встречу с ними были приглашены молодые люди школьного возраста. Говорилось об укреплении межнациональных и межконфессиональных отношений и о противодействии экстремизму. Материал Мадины Пугоевой. Открывая 3-й молодежный форум «Согласие», руководитель Международной исламской миссии Шафик Пшихачев отметил, что молодым людям необходимо продолжать налаживать межнациональные отношения. Именно на них возлагаются большие надежды, и именно им предстоит разрушить сложившиеся о Кавказе стереотипы. То, что исторически после распада Советского Союза тот негатив в отношении к народам Северного Кавказа, тот негатив в отношении ислама, который складывался в Центральной России, это вот создался некий стереотип. Мы считаем, что этот стереотип нужно разрушить. А как можно это разрушить? Этот стереотип можно разрушить только встречаясь, проводя такие тренинги. Гости мероприятия также отметили, что молодые люди должны прежде всего начать с себя, брать пример со старших и никогда не поддаваться пагубным привычкам, чтобы тем самым заслужить довольство и уважение окружающих, а в первую очередь своих родителей. Чуть позже ребята смогут принять участие в тренинге по командообразованию и социальному проектированию. У Руслана Досхоева, к примеру, уже есть несколько идей, направленных на противодействие экстремизму. Молодой человек хочет создать инициативную группу, которая будет проводить различные мероприятия и акции в пределах его школы. Меня пригласили, мне сказали, что будет интересно, что что-то для себя узнаешь, что-то для себя поймешь, вот, сделаешь какие-то выводы, итог сделаешь оттуда. Вот, по этой причине я пришел сюда. Если честно, вот, мне даже понравилось то, что сказали нам старейшины, то, что они нам передали. Впереди у ребят встречи с политическими и общественными деятелями, дискуссии, тренинги и презентации, а после для участников молодежного форума «Согласие» проведут небольшую экскурсию по резиденции главы республики. Оттуда молодые люди отправятся в горную Ингушетию, где им предстоит поближе познакомиться с многовековыми традициями, культурой и древней историей своего народа. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. На днях всю страну потрясла новость о страшном ДТП, произошедшем в Челябинске. Жертвами этой аварии стала ингушская семья, направлявшаяся из Казахстана в Ингушетию. Погибли 4 человека. 5-я пассажирка, 10-летняя девочка, сейчас находится в реанимации. Следующий материал мы получили только что. Репортаж Саида Куштова. «20 июля около 19 часов авария, которая унесла жизни целой семьи, произошла в Чебаркальском районе. В результате ДТП глава семейства с сыном погибли на месте. Супруга, а также 15-летний племянник скончались по дороге в больницу. Выжить удалось 10-летней девочке, которую госпитализировали с тяжелыми травмами в Челябинскую больницу. Страшная трагедия не только для всего тейпа Мамиловых. Судяч хама таган цумата долуш. Деригла лоуш дагдак диеш девай иншалла дагод девай. Так барча кин дизел болуш. Шоустра ичара вяха хаяха удане ша дакал хаут хадяо ш тайпан.
Услышав страшную весть, родственники Магомед Башир вместе с двоюродным братом сразу же выехали в Челябинск, а по приезду их встречали целые делегации поддержки из числа земляков-чеченцев, башкиров, азербайджанцев, проживающих не только в самом городе и области. Многие приехали из разных регионов, узнав о страшной горе, постигшем Мамиловых. Вместе гнисия тхон машин оття всегда дымил дежду зе цан сума сдират се суатхан ахчацани цан сума зе тхон цу хокцу долтыш сдирик хама падал дежду ахчи давых бежу кок бахкарц нах подключить бырц имам дакы луч дер цан ежо бусул пядла цан дежду гулк дерриге гулк цан чакыдяха ждакы машинат дяха сбери кичимбя. Несколько лет назад Хамзат Мамилов со своей семьей уехал на заработки в Казахстан. Душа лежала жить в родной республике. Проработав несколько лет за пределами, вместе с семьей он возвращался домой, когда в них врезалась грузовая фура. Картина случившегося до сих пор не укладывается в голове. Родственники не могут отойти от горя. Они не устают благодарить всех, кто оказал помощь в тот злополучный вечер. Правда, слова даются с трудом. Царн годи, уж кист малкисаш наха, дел ряс хулцарн, цар малдил деждо, хам дал беркет дол царн, дал техе дягл юэль цар. Верный товарищ, примерный семьянин и настоящий патриот. Таким Хамзата Мамилова помнит его друг и коллега Магомед Цуроев. Хамзат мастер столдуш сагвар, камел хамзки адвар. Варса угол варлибо хам халчинисталчи новости бежвар нахз лук дежсагвар белхит волчхан больше бакшис болбы хешна самот багаш сас лук лилдеж нахз варса валыш хамнистан чта самсагвар хамзат лишь сагвар. Мамилов похоронили сегодня на кладбище в Плиево. В последний путь семью провожали не только родственники и знакомые, но и все, которые эту трагедию восприняли как личную, одну на всех. Саид Куштов, Рамзан Миржоев, Новости 24. И в завершении выпуска доводим до вашего сведения, что встреча главы региона с жителями республики, запланированная на 26 июля, переносится на 27 число. Собрание пройдет в 15 часов в актовом зале школы-лицея Магаса. Главный вопрос обсуждения – это прием детей в школу-лицей города Магас, школу-гимназию Магаса и школу-гимназию Назрани. Просьба к родителям, желающим участвовать в дискуссии, прибыть на место проведения встречи до 14 часов 30 минут. Я на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.